Здравствуйте, уважаемые зрители. Апсна Хабар продолжает работу. Прежде чем мы приступим к диалогу, я хочу вас попросить подписаться на наш аккаунт в YouTube и в других социальных сетях, потому что вы таким образом сможете раньше всех видеть и слышать то, о чем мы говорим здесь в студии. Сегодня у меня в гостях Астамур Ахба, экс-замминистра по туризму и предприниматель в сфере туризма. Да? В сфере гостеприимства, так сказать. Гостеприимства, отлично. Астамур, я сразу задам тебе вопрос. Такой, может быть, необычный. Какое количество стран ты посетил? Вот так, если навскидку. Ну, стран 7. 7, Анза, да, я тоже поприветствую. конечно, да. Шумас, Табупя, Абхарахаштас, Абра Аллахулачу, Абхарон Рагулана, Язадзюрига Хахупшига, Бзиран Шаритат, Абзиран Шедрихат. Добрый день, уважаемые слушатели. Спасибо, благодарю за приглашение. Спасибо. Астамур, ты уже бывал в нашей студии? Да, бывал. Да. Обсуждали как раз с Бигвавой, вот Харахакалак. Да. Мы обсуждали как раз проблемы развития города Пицунды и вообще других городов. Там обсуждали темы, как надо развивать архитектурно, правильно. Ну, проблемы, которые они существуют до сих пор, у нас. Да, до сих пор. Проблемы будут переходить, а какие-то будут, конечно, сниматься за счет предпринимателей, за счет нашего государства, в зависимости от тех ресурсов, которые появляются. Да. В общем, я не зря спросил, какое количество стран ты посетил, но вот следующий вопрос уже будет касаться собственности. В какой-либо из этих 7 стран у тебя есть собственность? К сожалению, нет. К сожалению, нет. Но с другой стороны, хотелось бы, да? Нет, не хотелось бы, честно сказать. Я всегда даже вот задумываюсь, те люди, которые приобретают в разных странах, или даже те, которые имеют несколько бизнесов, как они успевают вообще, что ими движет, что за адреналин такой. Ну, у человека жизнь короткая, мы все знаем, что не более 1 века человек проживает, но в последнее время мы, к сожалению, видим, что человеческая жизнь сокращается. Ну, вообще она... Так, конечно, с большим удовольствием я посещаю те или иные страны, особенно я посещаю те страны, которые излюбили российские граждане. Так как я когда занимал пост в государственной службе, находился, не имел столько времени выезжать, но когда промежуточно пытался как-то или оказаться, ну, конечно, в основном это мы посещали Российскую Федерацию, но пару раз мы, конечно, были в Турции, были в Сербии, Сербской Республике. А так после, конечно, я побывал и в Гоа. Мне было интересно, почему направление Гоа выбирают туристы, несмотря на то, что логистика занимает столько времени, именно что нравится туристам там. Ну, побывав там, я понял, что климатические условия и в разное время, так скажем, да, когда у нас наступает зима, осень, в это время у них наступает летнее время, так скажем, да. Также мне было интересно Египет. Но, к сожалению, когда я хотел полететь в Египет, после тех событий, которые произошли, Египет был закрыт. Но после того, когда Египет открылся, я полетел и посмотрел, что там в Египте происходит. Конечно, мне было познательно посмотреть после закрытия, сколько они там потерь заимели, как они относятся. Ну, некоторые хваленные вот эти моменты, там то, что говорят, что якобы там лучше всех, там они, я бы не сказал бы. И я всегда тоже на всех площадках озвучиваю, если вы слышали, учитывая то, что наша страна как развивается, какими темпами даже мы развиваемся, учитывая, что мы частично признанная страна и практически заблокированы, и никакие такие мировые финансовые институты к нам не приходят. Несмотря на это, наши предприниматели много чего сделали. Отстояли, как говорится, свой рынок, смогли необходимые условия создать для того, чтобы к нам приезжали туристы. И, конечно, при этом также они подготовили кадры
может, сегодня еще надо в этом направлении работать, ну, конечно, здесь уже и сообща всем нам наработать. И инновационные подходы тоже требуют. Но также я посещал Дубай. Ну, Дубай это страна вообще отдельная, это, можно сказать, вне нашей планеты, можно говорить. Но это страна, которая для богатых туристов. Ну, учитывая то, что там, конечно, и плотность населения, и коренное население, может, они в меньшинстве, но это страна защищенная законами, нравами, обычаями и подходами. Может, и арабская культура. Но при этом тоже они рационально используют свои ресурсы, на мой взгляд, те ресурсы, которые есть. Ну, да, у них там сейчас то, что вы хотите задать, обсудить, я понимаю, это апартаменты, да, там, это актуальная тема, и апартаменты, и все. Но я всегда говорил, что Арабские Эмираты, Египет, Турция. Ну, Турция, может, чуть-чуть по рельефу, она, конечно, к нам более приближенная, но мы должны понимать, что у нас страна уникальная. Мы должны во всем быть рациональным. Данный законопроект, который я получил, видел, получил я, почему я говорю, потому что я ознакомился уже и в открытых, как говорится, источниках есть также, так как я являюсь и членом общественной палаты, там и слушания были, и обсуждения шли, это мнение палаты уже неоднократно озвучивали, то, что есть там разное мнение, и что члены палаты разработали свои замечания, предложения, уже представленные в парламент и в администрацию президента, насколько знаю. Но касаемо данного законопроекта, конечно, я пояснительную записку тоже читаю. То, что вы мне вопрос ставите. Я почему задаю вопрос? Если, конечно, мы будем использовать как гостиничные комплексы, мы в увязке говорим, что мы хотим открыть аэропорт, чтобы наша страна имела логистику. Если мы как гостиничный сектор будем рассматривать, конечно, и аэропорт, и другие отрасли экономики, и рациональное использование природных рекреационных зон будет использоваться в Абхазии, так как у нас ограничено. Если мы сегодня хотим построить апартаменты, как квартиры, независимо это будут иностранные граждане или граждане Республики Абхазия, очередной раз мы нерационально используем наши природные ресурсы, которые у нас есть, я считаю, что основной ресурс это земля, где можно строить, создавать эти условия. Но я считаю, что и в советское время, советские масштабы были другие. Помимо нашей Республики Абхазия, и другие туристские регионы были, которые перераспределялись, развивали. И если взять даже историю и развитие курортов в Республике Абхазия за советский период, там до 60-х годов активно не развивались. Ну, разные факторы, там, вы понимаете, да, до 60-х годов, те события, которые имело место быть в Советском Союзе, вокруг Советского Союза. Это Вторая мировая война, строительство приостанавливалось, все эти здравницы, которые функционировали, превращались в больницы, то есть медицинские центры, понимаете, да. А потом в 60-е, 80-е годы, на самом деле, эти объекты, которые были, прошли реновацию, реконструкцию и добавились. Но при этом оставались земли. Это не означает, что всю прибрежную зону сегодня и все города надо застроить одними гостиницами. Рекреационную пропускную способность страны надо изучать и определиться, поставить себе задачу, сколько туристов даже мы будем привлекать, и для кого, и для чего. И привлекая туристов, также надо понимать, кто их будет обслуживать, какие миграционные потоки будут вызывать, внутренние миграционные потоки тоже. Помимо внешних, надо думать и о внутренних. Ну, я понимаю, что там отток от района, да, из села, например, там и так далее. Но вот все-таки тут, если говорить непосредственно об этом законопроекте. Данный законопроект, если вы коротко от меня хотите сказать, я вам скажу, насколько он туристический? Это продажа недвижимости. Продажа недвижимости. Это продажа недвижимости. Ну, данный законопроект, если в таком виде, если остается, это продажа недвижимости. Ну вот был проект Москва Резорт или как-то. Да, мы следили за ним, да. Презентация была как строительство гостиницы. Первая презентация, ну, да.
А сейчас я просто слышу, якобы хотят стать апартаментами. Я Если- пока официальную информацию не имею, но просто... Я тебе могу вот сейчас рассказать, потому что когда недавно приезжали представители правительства России, я проследил за их визитом и скажу такое. Потом отмотал на 2,5 года, если я не ошибаюсь, и посмотрел презентацию, которая была в кабинете министров. Там речь шла больше о гостинице, но порядка 1300 номеров апартаментов тогда при презентации. Сейчас же, спустя 2 года, речь идет о более чем 2300 номеров апартаментов. То есть изменилось направление, да, серьезно. А у меня вопрос. Независимо, кому выделяли эти земельные площадя, юридическим лицам ранее кому выделяли, под чего выделяли? Под строительство гостиниц или санаторно-курортных объектов. У нас там Да, я понял. два вида. Да. Почему за 2 20-30 лет в нашей стране при отсутствии закона о курортно-лечебных местностей вообще у нас курортная деятельность сегодня ничем не регулируется? При этом выделялась земля по строительству санаторно-курортных объектов, а сегодня что-то страна не хочет, практически те земли, которые были выделены, все хотят якобы перевести земли под названием якобы апартаменты и, можно сказать, к индивидуальным средствам размещения перенести. Да, фактически это Не будут... к коллективным средствам размещения. Якобы там они будут под управлениями якобы управляющих компаний, да. там других. Почему я этот вопрос задаю? Те, которые сегодня говорят, что якобы вот апартаменты построятся, у нас туристический поток увеличится. Мы знаем и о других цифрах. Говорят, что у нас 40 тысяч койко-места. Правильно же? Я по пояснительной записке возвращаюсь. У нас там написано, что 400 тысяч человек только было размещено. Якобы и 800 тысяч якобы с однодневным визитом посетили Республику Абхазия. Там все цифры, я думаю, все спорные. Я эти цифры, слава богу, хорошо знаю. И как формируются, и какие потоки, направления, какие достопримечательности, сколько могут пропустить в день и в часе и таможенный пост. Слава богу, когда-то я мониторил эту ситуацию и, можно сказать, и сутки тратил на эти мониторинг. Ну, в общем, Сегодня ты говоришь о том, что там хочу чуть-чуть сказать, не так, имея да. 40 тысяч койко-мест, почему тогда мы не можем увеличить? Если 40 тысяч койко-мест мы имеем, при 100% загрузки, так скажем, да, за 100 дней также я возвращаюсь, то мы 400 тысяч человек можем разместить. Если наш менеджмент где-то хромает, если какие-то проблемы есть, нам же надо изучать, почему мы... Вот для 100 дней я почему беру? Это июнь, июль, август. Хотя бывает июнь переходит, так скажем, да, на сентябрь, больше спроса на... И, конечно, природно-климатические условия тоже, видите, как-то иногда Ну, бывают вот я, например... о чем я хочу сказать? Вот 40 тысяч. Если у нас же остается еще 60-70 дней. В году 360, 365, 366 дней. Нету такой, чтобы в гостиничной деятельности, чтобы 366 дней кто-то загружал. Да. Но все руководители, так скажем, да, крупных отелей, они всегда руку на пульсе держат. При отклонении, там, скажем, минус там, 5-7% в отрицательную сторону, то это допускается. А если выше, то тогда, конечно, здесь уже пытаются менять менеджмент. И независимо, какие факторы повлияли. Всегда должен быть антикризисное управление работать. Факторы всегда будут отрицательны. Но сегодня, если брать после пандемии, экспертов, если послушать, слава богу, эти источники открыты сегодня, мы видим. Люди говорят о строительстве санаторно-курортных объектов, гостиниц для семьи, так как семейный отдых больше сейчас оборота набирает, вы понимаете, да, чем деловой туризм. Я вот, кстати, об этом тоже хотел. Ну, вот надо чуть-чуть понять реалии. Ну, я думаю, что сегодня
те, которые даже имеют позицию, и их тоже надо слышать, их тоже надо понимать. Но моя задача в чем заключается? Донести до общества, что если мы природную рекреационную зону хотим рационально и правильно использовать, мы эти зоны должны использовать для гостиничной деятельности. И создать условия для того, чтобы там могли приезжать, работать и готовить молодых специалистов, и уровень этих объектов поднимать. Это не так легко будет, но к этому надо стремиться, этим надо заниматься. До наших времен наши соотечественники, наши граждане, наши инвесторы смогли это создать сегодня. Если это не так, сегодня порядка 500-600 миллионов рублей за эти года, даже я буду говорить 18, 17, 19 год, бюджет Республики Абхазия они в чистом виде вносили. А о мультипликативном эффекте надо говорить. Были года, когда спады какие-то происходили, сразу все на бюджете отражалось. Если мы говорим о законопроекте, я хочу сейчас немного к нему вернуться. Здесь апартамент и апарт-отель как нечто одно представляется. А вот если мы разберем в терминологии, например, у нас есть еще и постановление Кабинета министров от 2019 года, да? И там, кстати, говорится об апартаментах. Говорится о каких апартаментах? Да. Ну, как раз именно в сфере туристической. Да, гостиничных, да. Но не как апартаментов, которые сами по себе будут существовать. У нас в законе вот называется сфера регулирования апарт-отелей и апартаментов написано. Но в законе практически сфера не регулируется апарт-отелями. Там речь идет строго об апартаментах. Да. И о том, что они в собственность, можно их покупать. Конечно. Да, а вот в постановлении Кабмина там все-таки относится к гостиничной деятельности. Эта мера необходима была, то, что, понимаете, ну, вот знаешь, в чем вопрос? А вот сейчас ты построил, вот сейчас, согласно этому постановлению, мы можем построить апарт-отель и сдавать там именно вот номера, апартаменты? Сдавать можно. Да. Можно. Вот, то есть вопрос, мы же понимаем. Я лично сам, вот второй сейчас коттедж готовлю, у меня называется бронирование апартаментов. Но я гостиничные услуги оказываю. Я никому не продаю. Я для сдачи жилья делаю. Я не с целью продажи иностранному гражданину или там... Ну, то есть действующее законодательство тебе позволяет... Действующее законодательство говорит, что как должен быть внутри номера, если будем говорить апартаментом называть, как должен быть благоустроен, какие услуги должны входить в апартаменты. Вот о чем речь идет. И это, как некоторые хотят сегодня говорят, что якобы у нас есть разрешающий документ, у нас нет разрешающего документа для строительства апартаментов для продажи иностранным гражданам. То есть, вот, сегодня замечание, законопроект, который поступил в парламент, предлагают разрешить физическим лицам, иностранным гражданам приобрести. То есть, чтобы несколько лиц имели право собственности. Сегодняшние объекты, даже которые сегодня возводятся, делаются, они получат свидетельство о собственности, даже если апартаментов будет называться, на юрлицо или на индивидуального предпринимателя. Но не так, как некоторые считают, что там не все квартиры или номера, там, как будем называть, вот они будут распределяться и будут несколько лиц. Они могут быть, в сегодняшнем случае, они могут быть соучредителями бизнеса. Но я также хочу вернуться. У нас в 2005 году был принят закон о туристской деятельности. С 2005 года. Сейчас идет разработка нового, да? Ну, идет, я тоже слышу, там, да. Ну, то, можно ли было бы в него включить этот вопрос? Я вопрос? Объясняю вам, что в 2005 году мы приняли закон. Ну, приняли как? Переписали. Ну, понятное дело, что и сейчас законы будут переписываться. И не только наша страна переписывает, и многие страны переписывают. Но мы тогда переписали закон, который был принят на территории Российской Федерации в 1996 году. Мы не поняли разницу между поставщиками туристических услуг и поставщиками турпродуктов. В России актуален.
формирование турпродукта, продвижение турпродукта, так как Россия является поставщиками туристов. В основном. В России за последние там 6-7 лет вплотную занялись законодательством. Если поднять и сравнить закон даже с 96 года был принят, я говорю, с 2007 года, и сегодняшнюю редакцию взять, вы увидите там, какие колоссальные изменения произошли. А наш закон по сей день, как говорится, только о туроператорской, турагентской деятельности. Практически эта деятельность на территории Республики Абхазия не нужна. Мы являемся поставщиками туристических услуг. Услуги средств размещения, услуги объектов питания, транспортных услуг. Вот из этих услуг формируется турпродукт. Вот проблема в чем вы задаете. Конечно, в законе о туристической деятельности должен быть понятия такие. Коллективные средства размещения. Что под коллективные средства размещения входит. А потом уже, если есть необходимость, отдельные законы принимать. Значит, сегодня мы должны уже закон об гостиничной деятельности принять, закон об турбазе принять, закон о пансионате принять. Завтра знаете, сколько разновидностей сегодня гостиничных. Закон о коттеджах, да. Если сегодня вы возьмете, откроете в Яндексе или в других каких-то ресурсах, просто гостиничные типы, и вам целая схема выпадет. И что мы должны под каждый закон принимать? Явно, очевидно, что этот закон сегодня принимается для продажи недвижимости. А там нужно ли этим заниматься или не нужно заниматься, это уже пусть, как говорится, абхазский народ и избранники сегодня пусть скажут свое слово. Мы свое слово говорим. Это личное мнение, мое личное мнение сегодня. Данный закон сегодня как туристический рассматривать сложно. Ну, конечно, какая-то часть, если, допустим, если завтра это примут, и приедут люди, конечно, они как-то будут пользоваться какими-то рекреационными зонами, но не в том количестве и не те потоки, которые получат. Да. Ни Национальный парк, ни Новофонская пещера, ни Атапская пещера, ни Радоновые, ни Сероводородные. Эти лица приедут, они посетят несколько раз, они остановятся. В чем гостиничная деятельность хороша? Имеет периодичность пребывания одного человека. Да, за исключением там некоторых лиц, они останавливаются 15-20 дней. Но это их количество небольшое. То есть в последнее время показывает, что люди путешествуют недели, там, 10 дней, там, о чем я хочу сказать. Потому что это не только от нас с вами зависит. Иностранный гражданин с целью отдыха, кто нам прибывает, у него тоже есть обязательства перед своим работодателем. У него есть отпуск, тоже там, отпуск. Еще, да. Говорят о том, что туристу нужны вот эти ценности, ресурсы, которые есть у нас. Да. То есть посетить ту же пещеру, горы, Апсны парк, например, да, получить... Слава богу, эти объекты появляются. То есть, как бы, вот двигаться, на мой взгляд, двигаться нужно туда, что и говорят исследователи, а не просто там на берегу моря построить 20-этажное здание и рассчитывать, что турист или там придет и будет лежать 20 дней под зонтиком. Почему я вот 10 дней провел? То есть можно и за 3, за 2 дня сделать. Только мы получим приток большой туристов или посетителей нашей страны, но от этого экономического эффекта не будет. Если мы хотим рационально и использовать, и чтобы туристы распределялись, посещали достопримечательности, объекты культуры, и досуговые мероприятия, которые должны быть в летнее время, не только одними природными ресурсами можно привлечь туристов. Вы тогда задавали вопрос мне. Должны быть типа спортивные площадки, дома культуры. Не только в столице. Выставки, и в городах, и, далее, в районах. И не только для наших туристов это должно быть. И для наших граждан. И наши граждане заслуживают. И наши граждане заслуживают сегодня в Пицунду приезжать. В самых чистейших водах Черноморского бассейна принимать морские ванны. И солнечные ванны. Я не говорю хуже в Ачимчирском районе или в Гудауте. Но Пицунда это уникальный район. Мы должны правильно использовать. Неспроста в Пицунде
в советское время. И артисты отдыхали. Кинематографов там был база. А для журналистов. Писателей. Для писателей. Да. Для первых лиц. Вот я тоже как-то недавно смотрел сюжет. Даже тот же Хрущев, когда принимал решение, что когда ставили вопрос, что там пионерский лагерь или какой-то будет объект, он сказал нет. Ну да, потом там отдыхали из капстран, которые приезжали. Ну, были очень много, да, таких, было очень много таких нареканий. Но эти объекты свою функциональность выполнили. Сегодня, если мы говорим, привлекаем инвесторов, допускаем на эти площадки, от этих площадок должны все участники получать выгоду. В то первым долгом наши граждане, которые находятся в сельской местности. Если мы говорим, что наши предприниматели не платят налоги или не платят за электроэнергию, то тогда я не могу понять, в чем наше управление. Это проблема власти, да, Да. управления. Не только проблема власти, проблема нашего общества и государства всего. Значит, мы не работаем, мы не доносим, для чего и для кого надо платить. Если даже заплатили, мы должны какие-то показать проекты, куда мы вложили. Но нам же приятно, когда асфальтирована дорога, тротуары появляются, там, какие-то трансформаторы меняются, там, парковые зоны создаются. Мы же должны понимать и показывать, вот сегодня это создано, завтра будет создаваться и доходная часть. Но и при этом тоже людям объяснять, что вот это мы создадим для этого. А так сказать, сегодня 2000 рублей придет, мы, не имеющие жилья, мы отдадим, они получат. Это, знаете, тоже. А чем мы не смогли все эти 30 лет создать тогда? Кто нам мешал? Сколько мы объектов передали в частную собственность? По какой цене мы отдали? Какие земли мы выделили? Сегодня, если поднять информацию, сколько гектаров земли? У нас было 140 объектов. Перед началом грузино-абхазской войны было 140 объектов. Емкость их составляла 40 тысяч койко-мест. Отдыхала, останавливалась, лечилась, или там, как хотите, будем называть, порядка 600 тысяч. И 600 тысяч размещались в домах, квартирах, которые сдавали квартирные бюро, которые обслуживали. Ну, может, какая-то статистика там еще скрытая была. Да. Вот, 1 200 000, я вам сказал, 1070-100 там пионерские лагеря тоже отдыхали. Но число участников экскурсии было много. Почти 7-8 миллионов составляло. Это что означало? Что эти люди посещали достопримечательности. Ну тогда число участников, почему говорю, они все суммировали, все эти посещаемости. Да, ты поехал в Афон, ты поехал они на Рицу, суммировали. да, это статистика число. тоже, понимаете. Да. Но сегодня мы говорим, что мы статистику не можем собрать, мы это не можем сделать. Это надо управлять процессами. Тем более, что в современном мире считать легче, если есть желание. Слава Богу, сегодня на помощь пришла автоматизация. Ну, это тоже надо, озвучили, сказали, что ресурсы нужны, там, надо заниматься. Ну, поэтапно нам надо решать. И когда говоришь, ресурсы нужны, да. У меня всегда всплывает в голове такое: надо сейчас принять закон об апартаментах, и обязательно будут все ресурсы. Может, не надо принять, это, знаете, какая ситуация. Надо, это парламент разберется. Надо, не надо, слава Богу, в парламенте опытные люди, экономисты, юристы, люди, которые в свое время защищали нашу независимость в юном возрасте. Ну, сегодня люди, которые занимаются я думаю, что надо прислушиваться. Да, но не если, просто мы же если народ сегодня тоже возмущается, имеет какие-то опасения, да. И народа тоже надо прислушаться, потому понять. что вчера я вот следил очень активно, слежу вообще за тем, что происходит в социальных сетях, потому что там, наверное, самая активная часть общества, да, самая пассионарная. И после комитета вчерашнего парламентского было несколько голосований в социальных сетях, и таких опросов, вернее. И абсолютное большинство, там до 1000 людей проголосовало в Инстаграм. Вот я видел на Абхазавто был опрос. И примерно то же самое, кажется, в Фейсбуке. Могу путать площадки, но и абсолютно доминирующее большинство было против принятия такого закона, потому что оценка их схожа, совпадает с той оценкой, которую даешь ты, что здесь речь идет не о туризме, а именно о продаже недвижимости. Так это воспринимается обществом, так это воспринимается нами тоже. Вот, Я тоже когда-то принимал участие
регистрировался, был кандидатом. И мне тоже задавали вопросы об абхазском телевидении. Я и здесь готов повторить это все. Если вопрос гражданства сегодня наша страна может заблокировать или решить, ну, это сложно, понимаете, разрешить можно, но рано или поздно тот или иной гражданин обратится и получит гражданство. Как бы мы ни говорили, не хочет. Уже было прецеденты, скажем так, у нас да. В истории но есть. Я да. согласен со вчерашними экспертами, то, что говорили, что человек, пожив здесь, у него появится желание получить гражданство. А если их будет 100 тысяч? Он будет жить или в апарт-отеле, или где-то в других местах, у него появится желание. Но также мы знаем сегодня, мы видим с вами, аренда жилья никто не отменял. И последние цифры тоже мы видим, кто получает наше гражданство. Многие могут сказать, выезжали, приезжали. Мы видим тоже, там в списках появляются те же инвесторы, которые вкладывали в свое время. Был в качестве инвестора, уже стал гражданином Республики Абхазия. Но инвестор, они же нам все говорят, что инвестор хочет только прийти, извлечь прибыля, там, помочь Республике Абхазии уйти. Но по факту мы видим другие вообще списки, другие вещи. Ну, страна Абхазия не может быть закрытой. Если здесь закон о гражданстве, давайте согласно этому законодательству пойдем. И сколько это время займет, время покажет. Но сегодня не актуальная тема. Есть опасения. Люди говорят только о продаже, то есть, что якобы цены растут. Но есть цены растут. Что здесь скрывать? Некоторые собственники держат те или иные объекты продать иностранному гражданину, но не гражданину Республики Абхазия. И надо понимать, что здесь тоже, что не только речь идет о жилье. Да, есть острая проблема. Люди, которые не имеют жилья. По определенным причинам сегодня не имеют. Но есть другая категория тоже. Молодые люди, которые хотят сегодня заниматься предпринимательской деятельностью. И для занятия предпринимательской деятельности иногда тоже какие-то помещения, какие-то площадки нужны. Какие-то земельные участки нужны. А эти лица где будут получать? Кто им будет выделять? Мы же знаем, какие трудности есть. Вот об этом все надо говорить. Если сегодня кредитная система слабая, для определенных личностей есть эти кредиты, если они недоступны, да, есть какие-то программы, там, поддержка предпринимательства, там, но это же мы прекрасно понимаем. Я понимаю, что если бюджет был бы больше, если поступление в бюджет было бы увеличивался бы, то, может, в сегодняшнее время, конечно, может, еще больше какие-то условия создали бы. Но сегодня те реалии, которые мы имеем, да, вы сейчас тоже сказать, ну вот если это появится. Но мы когда говорим, что там мы не собрали, там мы не поработали, но мы еще здесь создадим, у нас все это будет, нам уже одну практику ввели. Я не побоюсь сказать. Да, про майнеров тоже точно так же нам говорили. Что пополнение бюджета из тени выйдут и так далее. Выйдут, что наши энергетики получат столько-то рублей. А наши энергетики вынуждены сегодня обращаться в парламентарии, и они должны отстаивать, чтобы каждый год какие-то деньги, чтобы в бюджете отражались, чтобы потом эти деньги получали. Да. Для того, чтобы решить те или иные вопросы. Но при этом страна из года в год остается без электричества. Где-то в октябре. Да. Ну и где-то в октябре, иногда летом тоже. Ну, в общем, да, ну, это все наши реалии. Спасибо тебе большое за такой откровенный, честный разговор. И я думаю, что тема очень важная, и мы стараемся разные аспекты осветить и осветить объективно. И звать людей, которые в конкретной сфере уже долго работают, есть опыт, есть знания. И важно, что еще один момент, нет ангажированности. То есть, как бы, мы понимаем, как часто у нас люди выступают за, против, просто потому что одни в одном лагере, скажем так, другие в другом лагере. К сожалению, вот это нам мешает. Да, и надо быть объективным. В этом смысле очень важно, когда приходят эксперты и
рассказывают, именно дают профессиональную оценку деятельности и своей, и того, что нам предлагает сейчас исполнительная власть. Мы будем рассчитывать на то, что депутаты парламента услышат мнение и общественности, и экспертов, и всего народа. Я думаю, что у них, у самих тоже есть, безусловно, свое мнение, исходя из жизненного опыта и профессиональных знаний. Спасибо еще раз большое. Спасибо вам тоже. И президент общий, и парламент общий, и судебная власть общая. Все должно работать на благо. Мы все должны быть равноудаленными. Да, но... И приближаться к каким-то политическим группировкам или каким-то группировкам, которые хотят сегодня получить только сиюминутную выгоду. Мы должны думать о будущем. Ну, в погоне за вот этой трудности выгодой, всегда будут, сложности всегда будут, но решение вопросов всегда мы должны садиться за круглый стол и обсуждать. Если сегодня даже вот та сторона, которая говорит, что апартаменты нужны, необходимо, они точно так же должны экономически обосновать. Да. И та сторона, которая тоже говорит, что помимо там политических окрасок, да, которые сегодня есть там, что в стране могут такие перевесы произойти, также экономическая обоснованность должна быть. Те, которые говорят, не должно быть. То есть, или альтернативы должны предлагать. И, слава богу, у нас альтернативная деятельность сегодня есть. Это санаторно-курортная туристическая деятельность. Тем более, что у нас развито гостеприимство, да, в народе. Ну, не отстаем. И все и легенды, и реальность подтверждают, что мы можем действительно на высоком уровне принимать гостей. Но тут очень важно, чтобы именно гостей, а не так, чтобы, как у нас говорят «однать пербагайна», да, вот у брихамлар цезефана. Поэтому мы и общественность очень живо реагирует на этот вопрос. Еще раз спасибо. Спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь на Апснахабар. Наунак за Апсанра. Стаза Расихов Садгилов.